В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей пятницы. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Пожары угрожают линии электропередач в Черском. Муниципальный режим ЧС введен в Абыйском и Нижнеколымском районах. Пострадавшие от COVID-19 предприниматели могут получить апрельскую субсидию до 1 июля. Якутяне оказались в числе победителей во всероссийском конкурсе иллюстраций. Пора в Арктику, не выходя из дома. Большое количество термоточек зафиксировано в северных и арктических районах Якутии, где стоит аномальная жара. Первый зампред правительства Алексей Колодезников провел совещание КЧС. Режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера в связи с пожарами введен в Абыйском и Нижнеколымском районах. В случае введения режима ЧС в 2 и более районах республика сможет объявить ЧС регионального характера. Это даст возможность привлечь к тушению лесных пожаров федеральные силы и средства по линии МЧС и авиалесоохраны. Как мы сообщали ранее, в Нижнеколымском районе пожар близится к ЛЭП Чукотэнерго, которая находится в 8 километрах от поселка Черский. Более 800 тысяч гектаров пройдено огнем в Якутии. На сегодня зарегистрировано 126 лесных пожаров. Из них тушат 13 возгораний в 11 муниципальных образованиях силами более чем 400 человек и 34 единиц техники. В Верхнеколымском, Тампонском и Усть-Майском районах огонь удалось локализовать. За прошедшие сутки ликвидирован 1 лесной пожар в Усть-Алданском районе. Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 312 лесных пожаров общей площадью почти 1 миллион гектаров. Число выздоровевших сегодня в 2 раза превысило количество новых заболевших коронавирусом в Якутии. За сутки в регионе выявлено 50 человек с коронавирусом. Такой показатель не наблюдался с 21 мая. При этом количество выздоровевших составило 101. Впервые инфекция официально подтверждена в Абыйском, а также Оленёкском районах. Оба связаны с завозом из Якутска. Из 50 новых заболевших за сутки 45 в Якутске, 2 в Мирнинском и остальные районы – единичные случаи. Есть у нас определенная тревога по Мирнинскому району из-за появления коронавирусной инфекции у 3 работников рудника «Интернациональный». По согласованию с руководством республики сейчас компания «Алроса» временно остановила работу рудника «Интернациональный», и сейчас коллектив шахты выведен на простой с сохранением заработной платы, но при этом все равно 2 недели, неделя-2 недели коллектив будет не работать и шахта будет простаивать. При этом хочу сказать, что вот если та положительная тенденция, которая сегодня вот у нас появилась, она будет и дальше сохраняться эти дни до 1 июля, конечно же, 2-й этап мы сможем уже войти. На сегодняшний день по коэффициенту распространения инфекции мы не отвечаем тем требованиям республика в целом, при которых 2-й этап ограничительных мер может быть снят. Коэффициент у нас все-таки пока чуть-чуть, но все равно выше 0,8. У нас выздоравливающих достаточно много. За последние сутки выздоровело 101 человек. Всего уже 72,5% якутян, которые были инфицированы, они уже полностью выздоровели. Но, к сожалению, количество тяжелых больных у нас достаточно большое. 33 человека у нас находятся в тяжелом, крайне тяжелом состоянии. Из них многие на искусственной вентиляции легких, и врачи борются за их жизнь. Еще раз обратим внимание, что режим ограничений в Якутии продлен до 1 июля включительно. Далее ситуация будет зависеть от динамики распространения инфекции. Продление произошло по представлению главного санитарного врача республики. Если положительная тенденция по снижению заболеваемости будет сохраняться, то снятие ограничений продолжится. Однако коэффициент распространения заболеваемости все еще остается выше необходимых отметок. Ограничительные меры по ряду районов продлевается до 1 июля. Соответственно, мы призываем всех граждан и предпринимателей соблюдать те меры профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в частности в торговых объектах. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и указанию от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, предприниматели вправе
не оказывать услуги, то есть не обслуживать покупателей в случае, если со стороны покупателя не соблюдается режим ограничительных мер, в частности масочный режим. Срок подачи заявления на субсидию за апрель пострадавшим от COVID-19 предпринимателям продлен до 1 июля. Для оформления заявки организации и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться специальной формой на сайте ФНС России. Для получения субсидий необходимо соответствовать ряду критериев. Проверить, имеет ли компания или ИП право на нее, можно с помощью специального сервиса. Для этого достаточно ввести ИНН налогоплательщика. Индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые могут претендовать на получение данной субсидии, призываем в целях ускоренного получения субсидий через телекоммуникационные каналы связи, а также через сервисы личный кабинет налогоплательщика, индивидуального предпринимателя или юридического лица не позднее 1 июля направить заявление за апрель и май месяц. Для тех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые не могут отправить через электронные сервисы заявления, в субботу и воскресенье также будут работать боксы. Боксы будут работать для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые зарегистрированы на территории города Якутска и Намского ОУСа, в основном в здании инспекции. Тем временем вторая партия автомобилей скорой помощи поступила в Якутию. Их приобрели на федеральные средства по поручению президента Владимира Путина. 11 машин повысят качество и доступность медобслуживания. После процедуры оформления и регистрации их направят в Вилюйский, Ленский, Мирнинский, Мегино-Кангаласский, Алданский, Нерюнгринский районы, Республиканский центр медицины катастроф и 4 единицы техники по городу Якутску. Здравоохранение республики радостное событие. Поступили 11 машин скорой помощи, выделенных решением правительства Российской Федерации для нашей республики. Это очень своевременная помощь, потому что как раз сегодня в период пандемии коронавируса у нас большая потребность, конечно, и большая нагрузка падает на скорую помощь. Состояние автомобильного парка скорой помощи достаточно у нас всегда было проблемным, а сейчас по всей стране было принято решение, были выделены средства, и вот регионы получили новые разработки, скажем так, отечественного автопрома, современные автомашины на базе УАЗ, на базе «Газели», которые оснащены по всем современным требованиям, какие есть даже не только в нашей стране, но, наверное, и в мире в целом. Опыт льготной ипотеки показал, российские семьи готовы приобретать жилье с помощью банков, если семейный бюджет не будет страдать от заоблачных процентов. Владимир Путин предложил снизить их до 6,5. В каких регионах и на жилье в какую сумму можно рассчитывать, разбиралась Полина Долинская. Президент страны Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку под 6,5% годовых. Ставка будет действовать на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в крупных городах России до 12 миллионов рублей. Об этом глава государства заявил 23 июня в своем обращении к гражданам страны. Мы запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жилье с помощью кредита по ставке 6,5%. Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного современного жилья. И в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3, как прежде, а до 6 миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях, в Московской, Санкт-Петербургской, до 12 миллионов рублей. В декабре 2019 года по поручению президента России для жителей Дальнего Востока стартовала дальневосточная ипотека под 2%. Основная цель программы – обеспечить молодежь Дальневосточного федерального округа доступным жильем. По данным, на первую декаду июня в Якутии заключено более 2000 договоров по программе «Дальневосточная ипотека». На сегодня это самый большой объем выданных средств среди регионов страны. Второе место занимает Приморский край, третье место – Хабаровский. Молодые семьи активно использовали данную ипотеку для приобретения строящегося жилья, именно квартир в новостройках. Процент сделок буквально в первые 3 месяца
Если брать в общем объемы где-то, наверное, 70 к 30, то есть очень активно приобретались квартиры. Эффективность данной программы уже наблюдается, то есть мы можем говорить о том, что для нашего региона это очень отличная возможность молодым семьям решить свои жилищные вопросы. Льготная ипотека под 6,5% была введена в апреле в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и будет действовать до 1 ноября 2020 года. В мае спрос на ипотеку на первичном рынке России превысил достигнутый до пандемии уровень. Расширение программы льготной ипотеки допускались в правительстве и ранее. Заявки под 6,5% у нас уже были, но в полной мере оценить эффективность данной программы мы сможем, наверное, только через пару месяцев, потому что конкретно для нашего региона условия стали комфортными буквально вот на этой неделе, когда Владимир Владимирович Путин в своем обращении распорядился увеличить сумму для приобретения строящегося жилья. По мнению главы государства, сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного и современного жилья. А для граждан важны более доступные займы на покупку жилплощади. Владимир Путин выразил уверенность в том, что это будет востребованной мерой поддержки. Теперь избирательные участки Якутии работают с 8 утра до 20 часов вечера. Вчера на старте голосования по поправкам в Конституцию график был с 10 до 18 часов. При этом обязательны меры безопасности от коронавируса. Однако проголосовать можно и на дому. О том, как это сделать, Сарглана Неустроева. Здравствуйте, участковая комиссия 702. Где вы проживаете? Фамилию, имя, отчество скажите, пожалуйста. Выход из дома во время режима самоизоляции всегда сопряжен с рисками, даже несмотря на строгое соблюдение мер предосторожности. Для людей, которые пойти на такой риск не готовы, есть возможность проголосовать на дому. В таком случае необходимо просто обратиться по телефону в свой УИК и подать заявку. Мы формируем соответствующий, согласно требованиям. Это отдельный пакетик, там в этот пакет вкладывается бюллетень, маска, перчатки, ручка. Вот это все отдельно. Бланк заявлений. Упаковывается это все в отдельный пакет на каждого избирателя. Домашнее голосование проходит бесконтактно. Об этом можно не беспокоиться. При себе специалисты имеют дезинфицирующий спрей и все сопутствующие мерам безопасности атрибуты – маски, перчатки и защитный костюм. Причем при желании самого избирателя отдать свой голос можно буквально спустя пару часов после оформления заявки. Мы обрабатываем наш ящик, мы обрабатываем пакет, где лежит бюллетень и средства защиты – маска и перчатки. При желании избиратель может выйти на улицу, мы можем принять здесь, на улице, либо же как один избиратель через балкон. Вот буквально у нас сегодня был до 10 прием заявка пришла, и вот сейчас в 11 уже приехали. Теперь можно точно утверждать, членами избирательной комиссии сделано все, чтобы максимально упростить процесс голосования. А существенных причин для того, чтобы воздержаться и не выразить свою гражданскую позицию, нет. То, что вот с 25 июня до 1 июля сделали голосование, я считаю тоже правильным, потому что 1 июля в один день скопление населения в таких условиях ковида – это совершенно неправильно. И поэтому тем важнее проконтролировать правильность ведения выборов. Я думаю, что правильно сказать, каждый может воспользоваться правом высказать свой голос по одному из самых, а может даже самому важному вопросу, который нам сегодня жизнь задает. Поэтому, да, конечно, желательно, чтобы каждый со своим мнением пришел. Свое мнение об обязательности голосования выразил и первый президент республики Михаил Николаев. Поэтому давайте все как единые якутяне проголосуем за нашу новую конституцию. Она на самом деле не новая, а новая редакция. Это более правильно будет. Напомним, голосование проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Отдать свой голос возможно в любом избирательном участке по месту прописки. Сарглана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск.
Свыше 3 миллиардов рублей направят на развитие грузового терминала в Нижнем Бестяхе. На сегодняшний день выстроена причальная набережная протяженностью 100 метров. Кроме этого, в рамках проекта предусмотрено строительство еще 200 метров набережной вниз по течению. Установлены 2 крана грузоподъемностью по 32 тонны каждый и уже ведутся пусконаладочные работы. Когда к причальной набережной подведут железнодорожную ветку, это позволит проводить прямую перевалку контейнеров, техники, а также сыпучих материалов, что в свою очередь снизит транспортные издержки как для северного завоза, так и для остальных отправителей и получателей грузов. Пробный ЕГЭ без участия выпускников прошел в Мирном. О его результатах узнаем у Марфирины Алексеевой. Учебный год выпускников этого года закончится еще не скоро. Единые государственные экзамены начнутся 3 июля. А пока, с учетом новых требований и ограничений, пробные экзамены проводят для организаторов. Из-за пандемии изменения коснулись не только сроков сдачи. Обязательные экзамены отменены. Аттестаты уже на руках учащихся. Выпускники будут сдавать только те предметы, которые нужны при поступлении в вузы. 65 человек, точнее, отказались от сдачи экзаменов. Это и выпускники текущего года, и выпускники прошлых лет, которые передумали сдавать экзамены. Поэтому на сегодня у нас сдающих 411 человек. Перед каждым экзаменом проверка температуры и никаких очередей. Приходить на экзамены выпускникам придется к определенному времени по индивидуальному расписанию. В аудитории подготовлено 9 мест. Расположены они в зигзагообразном порядке. Расстояние между присутствующими не менее 1,5 метра. Вход в школу обязательно в масках и перчатках. А вот быть или не быть в них во время экзамена – это уже личное решение самих учеников. Все работники пункта проведения экзаменов во время экзамена носят или одноразовые маски, или респираторы. В каждой аудитории установлены рециркуляторы, которые обеззараживают воздух в кабинетах. И в больших пунктах проведения экзаменов у нас установлены 2 входа. Отмену обязательных экзаменов и продление сроков сдачи многие выпускники восприняли положительно. Это возможность акцентировать внимание лишь на выбранные предметы, а также дополнительное время для качественной подготовки. Минус только в том, что готовиться приходится дистанционно. Проводим консультации для всех 9. Они, допустим, обращаются ко мне, я выхожу 1 на 1 с ребенком. Очно, конечно, готовить лучше, так как выпускники – это есть дети, где-то все-таки они ленятся, где-то не хватает, может быть, за ними присмотра, а когда учитель очно, все-таки мы как-то контролируем этот процесс. Последний экзамен, включая резервные дни для сдачи, пройдет 25 июля, а к 15 августа станут известны результаты всех экзаменов. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Между тем, государственная итоговая аттестация прошла в Нерюнгринском медицинском колледже. Свои работы выпускники защищали в удаленном режиме. Таким новым для СУЗа способом было выпущено 74 дипломированных специалиста. Тему продолжит Александра Цебикова. Процедура защиты проходила на платформе Jitsi Meet, где все студенты и представители государственной экзаменационной комиссии одновременно вышли в онлайн. Представители ГЭК, среди которых был и главный врач Нерюнгринского района Алексей Еворский, оценили знания 24 фельдшеров скорой помощи и 50 медицинских сестер. Вначале каждый выступающий представлял свой паспорт для удостоверения личности и высвечивал на экран компьютерную презентацию и отвечал на вопросы. Представители государственной экзаменационной комиссии, которые находились тоже локально в разных местах, задавали вопросы нашим студентам, и те отвечали. Далее все сведения заносились в протокол, который по WhatsApp направлялся соответственно секретарю. При подведении итогов учитывались такие показатели, как отзыв научного руководителя, внешние рецензии работодателей, объем выполненной работы в презентации и ответы на вопросы. Стоит отметить, что уже 3-й год колледж практикует нормоконтроль. Это предварительная проверка работ. Получилось, что мы так ускоренно все написали ВКР. Думали, вот мы пойдем сдавать туда, в колледж. Но получилось так, что карантин продлили. И в итоге вот все дистанционно сдавали. Было, конечно, сложно. Мы ждали, сколько вот эту вот защиту, да. Еще целый час задержалась с этими вот, связь была какая-то не очень хорошая. Сидели, все волновались, но в итоге прям все молодцы, получили 5.
Студенты, которые активно участвовали и стали победителями международных и всероссийских научных конкурсов, при совпадении темы исследования и темы ВКР освобождались от процедуры защиты и получали 5 автоматом. От имени всех старших медицинских сестер, от членов Ассоциации средних медицинских работников района желаем вам удачи в вашем жизненном пути. Желаю вам хороших работодателей, которые будут понимать все ваши проблемы. Удачи вам! Несмотря на подготовку в дистанционном режиме и технические перебои связи, студенты показали высокие результаты. 27 человек, а это 1/3 от всех выпускников, получат красные дипломы. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерингри. Подошел к концу всероссийский конкурс иллюстраций «Пора в Арктику, не выходя из дома». Его организатором стал проектный офис развития Арктики «Пора». В течение мая любой желающий мог поучаствовать в творческом задании, воплотить иллюстрацию или интерпретацию картины, иллюстрацию к литературному произведению, кадр из фильма или спектакля о Крайнем Севере. Причем из подручных материалов. Среди победителей оказались и якутяне. Подробности у нашего СОБКОРа в Москве Максима Кардозо. Эта ожившая шаманка в исполнении Сарданы Донской приковала к себе внимание тысяч зрителей, которые следили за этим творческим состязанием. Против такого магнетизма не устояли и члены жюри. И якутянка за свое перевоплощение заняла 2-е место конкурса иллюстраций «Пора в Арктику, не выходя из дома». Мы с сыном приобрели шаманский бубен. И это совершенно потрясающая вещь. И мне всегда хотелось где-то использовать его в фотографиях. И поэтому я специально выбирала работу, чтобы присутствовал этот бубен. Но я еще дополнила свою фотографию небольшим видео, потому что мне показалось, что людям это будет интересно послушать, как звучит настоящий шаманский бубен. Картины якутских художников чаще всего вдохновляли конкурсантов, причем из самых разных городов. Например, молодую москвичку Мэри Дзамукашвили поразила работа «Вечерний удой» Иннокентия Корякина. Девушка решила воссоздать этот волшебный момент фотографии. Чтобы добиться максимального сходства, Мэри потребовалась помощь родных и несколько дней экспериментов. В картине много на самом деле материалов. Там есть и всякие шторы, тюль, разрезанные пакеты, там даже есть крышечка от контейнера в виде луны, вырезанный в пакете вид полумесяца, то есть там на самом деле очень много вещей, сережки сделанные из фольги, разрезанная старая соломенная шляпа у нас была. Всего на конкурс прислали больше 80 работ, причем рассказать свою историю об Арктике захотели не только жители северных регионов России, но и наши соотечественники, которые обосновались в других южных странах. И победителем у нас явилась как раз представитель Хорватии, о чем мы не знали, мы просто оценили работы. Представитель Хорватии с 2 своими детьми, они сделали около 7 работ, и наиболее интересные, они посмотрели даже современный фильм «Арктика», который только сейчас вышел, и сделали уже инсталляцию на эту тему. Я посмотрел много передач и фильмов про Арктику, и хочу там побывать, посмотреть на людей, как они там живут, на животных и на красивую природу Арктики. И я твердо решил, когда я вырасту, тогда я поеду в Арктику. И, может быть, даже там буду работать. Одна из главных задач конкурса – рассказать о северных регионах и их уникальной культуре. И в проектном офисе развития Арктики уверены, что уже в условиях отмены самоизоляции появится больше возможностей организовывать новые творческие конкурсы, посвященные Заполярью. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.